уважаемый господин Пол Гобал, эксперт по СССР и России и адвокат Ичкерии. Здравствуйте, уважаемый Пол. Здравствуйте. Я бы хотел сразу начать, как говорится, с места в карьер, начать сразу с главной темы, которая сегодня нас волнует. Это уже становящиеся систематическими убийства чеченских диссидентов в Европе, на Западе. 4 июля 2020 года в Австрии было совершено очередное убийство чеченца, блогера Мамихана Умарова, критиковавшего прорусские власти во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Мамихан Умаров сообщал за несколько месяцев до своей гибели о бездействии, о пассивности австрийских спецслужб на ту информацию, которую он им дает. И вот в связи с этим у меня был разговор недавно в Берлине с одним немцем. И мы разговаривали с ним, и я его спросил, я говорю, почему вот такое отношение к нам, чеченцам? Вот вроде бы все известно, есть государственный политический террор по отношению к нам, беженцам. Почему к нам так холодно относятся немецкие власти, австрийские власти? И он мне сказал, знаешь, во время нацистской Германии, правления нацистов, еврею говорили, ты еврей, ты никто. Вот сегодня приблизительно в таком же положении находятся чеченцы. Говорят, ты чеченец, ты никто. Пол, у меня в связи с этим вопрос. Как вы думаете, почему такое отношение у нас к нам, хотя уже отношения, поняли уже, кто такая Россия, как она себя ведет. И все равно по инерции вот эта ложь, вот этот обман, клевета, которая на чеченцах, она до сих пор действует, и никто не собирается в этом, по крайней мере, глубоко разбираться. Вам слово. I think the German response reflects two things. On the one hand, я думаю, ответная реакция немцев отражает две вещи. С одной стороны, она отражает факт, что мир не хочет настойчиво осудить криминальные уголовные преступления криминальной страны не только против чеченцев или других людей, групп людей, проживающих внутри границ российского государства, но и, к примеру, в Украине, или Ливии, или Сирии, Грузии. Список можно продолжать. К несчастью, люди на Западе крайне расслабленно реагируют, тем паче осуждают эти преступления. И как результат, Россия, чувствуя эту безнаказанность, продолжает совершать эти преступления. Отсюда и чеченцы в Европе стали жертвами этой политики. Но есть еще и другая причина. Я думаю, что эта причина должна нас особенно заботить. И эта причина заключается в том, что российское правительство, используя нечистоплотные средства, говоря проще, коррупцию и подкуп, проникло во многие политические институты западного мира, установили собственную сеть агентов влияния в средствах массовой информации и различных организациях. Как следствие, отсутствует объединенное противодействие против этих преступлений. Нет единого фронта. И это то, что должно нас сильно беспокоить. И, конечно, в Германии явно присутствуют люди, которые работают не ради германских интересов, а ради интересов российского правительства. Это, к нашему несчастью, результат путинской кампании по ослаблению западной демократии. Германия являлась слабым звеном в этой демократической цепи стран и, к сожалению, не единственным. Сначала им удалось настроить общество против чеченцев, а впоследствии и против других в мире. Пол, тогда возникает вопрос, что нужно для этого делать? Как быть и что делать? Извечный русский вопрос. Как быть, что делать? What has to be done is to make it very clear what is going on. Что нужно сделать? Нужно ясно осознать, что что-то нужно сделать.
Люди не хотят понять, что русское правительство гораздо более эффективнее, чем было в советское время, и способно влиять на внутренние дела в целой группе стран, используя деньги, используя секретные службы и также своих олигархов. И это должно быть показано обществу, скрыто. Потому что сегодня может быть жертвами только чеченцы, хотя есть и немало других, но в будущем жертв будет только больше. Потому что Владимир Путин отлично понимает, что если он сможет контролировать западные медиа, он сможет очень далеко продвинуться в контроле над Западом, несмотря на слабость самой России как таковой. Я верю, что чеченцы — это своего рода канарейка в угольной шахте, являлись таким своеобразным ранним предупреждением, какая опасность нас ожидает в будущем. Если русские будут чувствовать, что они могут свободно делать, что хотят с чеченскими эмигрантами на Западе, то они скоро также будут чувствовать себя свободно и в отношении других. Поэтому защита чеченцев против таких преступлений — это также и защита Запада и ее свободы в общем. Да, это, Пол, это самое то, что у нас хорошо получается. Мы можем хорошо стоять на своих позициях, и у нас нет нет ни одного шагу назад. У нас нет, мы столько потеряли из-за России, что оставить это все и сказать: да ладно, ошиблись, да, это не наш случай, Пол. Конечно же, мы будем упорно трудиться, добиваться. Самая большая, даже без, вот, если убрать гибель нашего цвета интеллектуальной нации нашей, потерь материальных, физических. Самое сложное — это потеря ориентира в пропаганде, когда вам начинают рассказывать, что Джохар Дудаев пытался там обогатиться на этой войне, что этих людей убивали вот, на протяжении этих десятков лет, убивали не русская армия, а американцы. Нам это рассказывают на полном серьезе. Это да, как бы считается, что потом уже, когда нас отвлекают от цели, к которой мы идем, нам навязывается такая арабизация всего. Это выходит далеко за рамки ислама, и нам предлагают стать там арабами, и причем арабов тут очень много. Нам предлагают стать не самыми такими законопослушными или там уживчивыми арабами, да, с другими народами. И объявляется война всему миру какими-то деятелями. Причем эти деятели живут здесь, в Европе, получают социальную помощь от европейской страны, ну и объявляют войну, сидя на диване, всему миру. Мы будем продолжать. Спасибо. Пол, тогда, знаете, еще связанный этот вопрос тоже очень важен, и среди чеченской общественности этот вопрос всколыхнул, скажем так, чеченскую общественность. По WhatsApp в чеченском сегменте очень сильно распространялась эта информация. Видимо, и российская сторона помогала этому. Сообщили источники, что Россия использовала разведданные Трампа, чтобы попытаться убить чеченских диссидентов в Европе. По словам 3 представителей правоохранительных органов разведки в Европе, Россия регулярно использовала политику США по расширению обмена информацией по чеченским диссидентам. Такая практика появилась после того, как администрация Трампа поддержала политику обмена более секретной информацией с Россией в надежде на укрепление ее отношений, сообщает Insider Россия.com. У меня вот возникает вопрос. Соединенные Штаты долго будут еще сотрудничать с Россией по вот этому борьбе с терроризмом, где ловко
Россия выуживает то, что ей нужно, и не дает ничего взамен. Вам слово, Пол. It has been a terrible mistake on the part of the United States to help the Russians in any way. Это была чудовищная ошибка со стороны Соединенных Штатов Америки помогать против чеченцев любыми способами. Она основана на ошибочном понимании, основанной на заявлении русской стороны, что чеченцы по определению являются террористами. Это основано на непонимании людей здесь, в США, в Западной Европе, что реальными террористами тут выступают не чеченцы, а люди, которые их убивают, а именно русские спецслужбы. Это терроризм. Ошибка, которую чеченцы совершили тут, имеет две составляющие. С одной стороны, чеченцы проводили попытку показать свою борьбу как часть большой борьбы. Чеченцы, находясь на переднем крае фронта борьбы за нас всех, против путинского режима и тех, кто пытается развалить западную демократию и свободу людей во всем мире, кампанию, которую ведет Владимир Путин, и не только он один. И чеченцы являются не единственными жертвами этого режима, не первыми и, похоже, не последними. Чеченцам нужно позиционировать себя, что им часто не удавалось сделать, не как что-то отдельное, национальное, а как цивилизационную борьбу против тех, кто хочет уничтожить свободу в мире. Второе, что бы я хотел сказать, что чеченцам нужно понять, это то, что Российская Федерация, как государство, сейчас гораздо ближе к развалу, чем оно было несколько лет назад. Оно разваливается, потому что правительство Владимира Путина показало себя некомпетентными управленцами, не способными ни на что, кроме подавления собственных граждан. Такая тактика не будет работать долго. И она, как мы видим, справляется все хуже и хуже. Я ожидаю, что нынешняя волна протеста в России сможет изменить Россию и, соответственно, повлиять на судьбу чеченцев и других людей. На что следует еще обратить внимание, это то, что, если взглянуть на прошлое 35 лет назад, можно увидеть, что демонстрации, приведшие потом к краху СССР, начались именно на периферии и продвинулись к центру. В апреле 1986 года население Республики Саха провели шествие с лозунгами «Республика Саха» для коренных жителей Сахи. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, которая точно копирует это. Это событие в Хабаровске. Москва сменила популярного местного регионального лидера на московского, и это вывело людей на улицы. И мы сейчас наблюдаем, как много людей по всей России понимает, что враг — это не русские, а Москва. И это понимание, этот сдвиг пониманий все сильнее будет осложнять жизнь Владимиру Путину и его режиму. Это может дать чеченцам и другим людям новое окно возможностей. И чеченцы должны быть заранее готовы к этим изменениям, выставляя себя сторонниками независимости и свободы, и не просто как сторонники свободы только Чечни, и даже не просто сторонниками свободы всех в Российской Федерации, а сторонниками свободы всех в мире, кто дальше будет страдать от путинского режима, если он выживет и продолжит атаковать западные институты и демократии в дальнейшем. Пол, я с вами согласен в том, что, конечно же, чеченцы тоже совершили много ошибок, и свои ошибки признавать это тоже нужно иметь определенное мужество. Мы признаем свои ошибки, но и боремся, например, пытаемся бороться с той пропагандой. И знаете, есть такая русская пословица, она мне очень нравится, она подходит на многие, я ее часто говорю. Если человека долго называть свиньей, он начинает хрюкать. И если долго
и ты не имеешь прав и возможности, точнее возможности защититься, и тебя обвиняют во всех смертных грехах, то да, ты начинаешь быть похожим на террориста, ты начинаешь говорить как террорист, и попадаешь вот в эту матрицу, которая заготовлена была для нас. Но я очень надеюсь, что и Запад тоже признает свои ошибки, и народу, пережившему геноцид по факту, да, это же не громкие слова, это факт, это юридический факт, который мы можем доказать в любом суде. Просто дайте нам войти в этот суд, дайте нам право, и все. I certainly did not want to suggest that the mistakes are on the Chechen side. Я определенно не назвал бы чеченцев стороной виновной в этом. Я бы хотел, чтобы чеченцы делали бы лучше, позиционировали себя не как отдельная группа, борющая только за свое освобождение и свободу, а включились в борьбу за свободу всех в России. Не зацикливались только на чеченской войне. И я понимаю, что чеченцы нуждаются в союзниках. Я понимаю, почему это происходит, но я также ясно понимаю, что чеченцы не только нуждаются в союзниках в России, но и в союзниках на Западе. Запад, по моему мнению, совершил ошибку, не сумев понять, чем является Россия с 1999 года, а особенно с 2000-х годов. Запад проводил миссию по защите прав чеченцев в 90-х. Запад то же самое допустил в отношении Грузии и также проводился в деле защиты Украины от российской агрессии и предотвращении проникновения Владимира Путина в западные институты. Это все главные провалы, которые отнимут у нас очень много времени на восстановление и на борьбу с ними. Один из способов это сделать, это создать союз со всеми силами, которые противостоят путинскому режиму. И одной сил на переднем крае этой борьбы это чеченцы. And among those forces is on the front lines the Chechen people. Да, Пол, это именно то, чего хотим и мы. Спасибо. Пол, тогда вот сразу перейду, заканчивая вот эту тему, связанную со спецслужбами, с российскими спецслужбами, разными спецоперациями, поступила такая информация. 27 июня 2020 года Нью-Йорк Таймс, очень уважаемая большая газета, написала, что ГРУ, Главное разведывательное управление России, предлагало талибам деньги за убийство солдат коалиции и в Афганистане. Американская разведка пришла к выводу, что российская военная разведка предложила вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за убийство военнослужащих международной коалиции, находящейся в Афганистане. Потом поступила информация, что это фейк, что это не так, но я уже надеялся, что хотя бы сейчас внесут эту Россию как спонсора терроризма. Хотя я убежден, что Россия, я знаю, на фактах знаю, опять же в суде я могу это доказать, что Россия не просто спонсор терроризма, Россия страна терроризма. Пол, что вы по этому скажете? Это подтвердилась эта информация или нет? Well, I'm absolutely sure it's true. I'm absolutely sure that that's what the Russian forces Хорошо, я абсолютно уверен, что это правда. Я также абсолютно уверен, что именно русская власть это сделала. Назначила награды за голову американских солдат. Я нахожу это неприемлемым. Но, к несчастью, так ведутся войны. Войны в Афганистане уже более столетия. Более столетия происходят войны в Афганистане, и, конечно, не Россия начала тогдашние войны. Но Россия определенно участвует в продолжении нынешних. Я был бы очень удивлен, если бы они такого не делали. Понятно, если бы они сами прямо участвовали в убийстве американцев, грубо говоря, мы нашли бы их отпечатки в этом деле, это привело бы к последствиям, которые они хотели бы получить. Поэтому они нанимают других делать грязную работу за них. Точно так же, как Москва использует Кадырова с его бандой против чеченской оппозиции и других людей.
Другими словами, если бы мы знали, что русский агент приехал на Запад с Москвы и убил бы людей, реакция была другой. Как и она и была другой в случае со Скрипалями, нежели если бы убийство совершили бы подонки Кадырова. Поэтому и в случае с Афганистаном то же самое. Такое убийство американцев талибами дает Путину определенную возможность отрицать свое участие. Что, конечно, не значит, что это так. Я бы персонально нашел бы очень маловероятным, если верить, что Москва не использует такую тактику. И более того, я думаю, они будут продолжать, пока их не призовут к ответу в международном суде. Until it is held responsible by international courts. Тогда, Пол, вопрос. Признают ее спонсором терроризма, эту Россию, или нет? Америка признает ее? И Путина лично с Патрушевым? I personally would favor doing that. I don't expect the current American administration Я лично сделал бы to do so. это. Но я не ожидаю, что нынешняя американская администрация сделает это, хотя это вполне возможно после января следующего года, когда там будет другая администрация, которая пожелает обсудить такую возможность. Я верю, что такой сдвиг в администрации приведет к более сильному нажиму на кремлевскую администрацию, нежели мы видели до этого последние 3,5 than we have seen in the last 3.5 years. Окей, будем надеяться, что это к переменам. Давайте перейду я тогда к следующей теме, Пол, связанной с нашим, мы говорим, что нам отказывают рассмотреть наше дело в суде, и это мы говорим не просто не предпринимая никаких действий. Мы очень много работаем над тем, чтобы нас услышали в суде. Не просто не журналисты или кто-либо, а именно в суде. И вот у нас такая информация была, я хотел как раз с вами об этом тоже поговорить. 1 июня 2020 года Помпео анонсировал жесткие меры против Международного уголовного суда. Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни предпримет новые жесткие меры против Международного уголовного суда, который собирается расследовать некие военные преступления, сказал Помпео. В ближайшие дни, дословно если цитировать Помпео, дни вы увидите серию объявлений о противодействии МУС не только от Государственного департамента, но и от всего правительства Соединенных Штатов. Я думаю, весь мир увидит, что мы полны решимости предотвратить нападки на американцев, а также наших друзей и союзников в Израиле и других странах со стороны коррумпированного МУС, подчеркнул Майк Помпео. И в связи с этим коррумпированность, дальше началось обсуждение экспертов разных, что коррумпированность связана, может быть, там с Фату Бенсуда, прокурора Международного уголовного суда, с Россией. И у нас появляется объяснение, почему нам приходится, вот Сайдамину Ибрагимову приходится проводить марши, голодовки. Хотя это очевидные факты, у нас имеются решения европейских судов на руках по нарушению прав человека в Чеченской Республике. Скажите, пожалуйста, в этом плане что может измениться? Может ли вообще вот эта закореневшая, заснувшая международная вот эта система отряхнуться и начать выполнять свои прямые обязанности по защиту демократии, прав человека, не разбираясь по религиозному или национальному признаку? Вам слово, Пол. I think that the restoration of the international legal order Я думаю, что восстановление законного международного порядка возможно.
Я ожидаю, как я уже говорил раньше, со следующей сменой администрации в Вашингтоне, я верю, что то, что Путин изменил российскую конституцию, послужит спусковым крючком для других стран, и США в том числе, потребовать восстановить международный порядок. Я не ожидаю, что что-то случится в течение следующих 4-5 месяцев, но я полагаю, верю, что новая администрация захочет усилить влияние Международного суда, международных институтов, и как следствие это усложнит жизнь криминальному режиму Владимира Путина и его сообщников. Да, я тоже думаю, что будут изменения, Пол. Хотелось бы, конечно, чтобы они быстрее произошли, но 4-5 месяцев, я думаю, это не так много. Да, изменение конституционного строя, об этом давно говорил Федоров, депутат Федоров, такой есть говорящая голова Путина. У Путина, что вот этот Вагнер, вот эти убийцы Кадыров, Федоров, вот такие говорящие головы. И сам он как бы этого не озвучивает, ну и как бы все думают, что он ни при чем. Кстати говоря, Пол, в связи с этим российские средства массовой информации, Кремль, ФСБ активно нам хочет показать, что Кадыров независимая фигура. В связи с этим у меня вопрос, Пол, как вы считаете лично, ну вы-то я догадываюсь, как считаете, и в целом в Америке, Кадырова считают независимой фигурой или абсолютно управляемой? Абсолютно, то есть от слова абсолют фигурой. I think the view in Washington is divided in the sense that Я полагаю, видение этого вопроса в Вашингтоне раздвоено. С одной стороны, большинство людей разделяет идею, что Кадыров остается во власти, потому что он делает то, что хочет Владимир Путин. Одновременно есть и другое мнение, что Владимир Путин, который не хочет повторять очередную чеченскую войну, рассчитывает на Кадырова и его силы, чтобы те держали Чечню в Крезневской узде. И в зависимости от того, как успешно или как долго успешно Кадыров это делает, он получит взамен определенную свободу действий, получает взамен определенную свободу действий, которая от случая к случаю может немного отличаться, идти в другом направлении, чем хотел бы Владимир Путин. Я думаю, есть свидетельства, окружающие оба это мнение, и я также думаю, что Владимир Путин намеренно устраивает такое положение вещей, потому что это очень удобно и позволяет ему, и вот что Кадыров сделал, если Кадыров что-то сделает, он прикрывается в кремлевских СМИ, что это сделано якобы не по его приказу. Я верю, что Кадыров следует путинским приказам очень тщательно, особенно в отношении убийств людей на Западе. Но я также верю, что сам Кадыров тоже имеет личные интересы, которые иногда идут чуть-чуть дальше, чем Кремль ему позволял бы, чем границы, которые означил Кремль. Я думаю, это не та ситуация, в которой Путин имеет подавляющую силу и мог бы в один момент убрать Кадырова. Кадыров предназначен для определенных целей Кремля. И именно поэтому, потому что Кадыров выполняет эти определенные цели, он получил определенную гибкость в следовании указаний Кремля. Как я уже говорил, этому он может от случая к случаю отвлекаться от линии, которые Владимир Путин ему персонально прочитал. Да, совершенно верно. Как и весь чеченский народ, Кадыров является в определенной степени жертвой в этом обстоятельствах, но при всем при этом, конечно же, это жертва, которая является не менее усердным по нанесению вреда своему народу, людям, вообще гражданам.
чем даже вот этот путинский режим. Они очень преуспели. И в любой момент, конечно же, Кадырова могут заменить. Вы это знаете. И знаете, Пол, мы долго думали над этим, тоже анализируем эту ситуацию. Иногда, вот сейчас в Хабаровске протесты бывают, там в Ингушетии были, в других местах. И постоянно говорят, вот сейчас кадыровцы приедут, и они сейчас там всех разгонят, расстреляют, всех убьют и так далее. И в какой степени так в эмоциональном плане это помогает испугать некоторых протестующих. Но я считаю, что, конечно же, русских убивать не будут кадыровцы на митингах. Русских убивать будут русские. А кадыровцы, по большей части, вот, обученные вот эти спецназовцы, они, я считаю, у Путина для того, чтобы оборонять от генералитета, от военных, ФСБ, генералов, которые должны защищать Путина от разных, как это любят называть, там, башен Кремля, да, от ГРУ, от ФСБ и так далее. Но бог с ним, с Кадыровым. Самая большая вот проблема какая возникла? Взяли и на Кадырова наложили санкции, новые санкции. И такой истерики я у него не видел давно, Пол. Наложили санкции и на него, и на жену, и на детей. И самое страшное, я хочу предупредить Соединенные Штаты, Пол, на вас, на Соединенные Штаты, на Госдепартамент и на Майка Помпео лично наложены тоже санкции лично Кадырову. И теперь счет в Россельхозбанке у Патрушева, банке Патрушева у Помпео быть не сможет. Как же, что же делать? Боже мой. Пол, в связи с этим санкции, которые, продолжая тему санкций, еще один вопрос вам, связанный с Северным потоком. Этот Северный поток в какой-то степени напоминал мне с самого начала, может это такое грубое, натянутое сравнение, но мне он напоминал Мюнхенский сговор, когда пытались договориться, но уже не так откровенно, но я предполагал, что после этого трубопровода, после того, как он пройдет в Германию, может произойти уже более агрессивная политика в отношении Украины. Потому что не нужно отвечать перед своими потребителями газа, европейскими западными потребителями России, Путину. И тогда не будут санкций, больших миллиардных исков. И плюс будут поступать деньги еще. Введи войну, через Северный поток-2 идут деньги. Как вы считаете, с этим Северным потоком покончено раз навсегда? Или все-таки он будет реанимирован? Или все-таки мы перейдем на солнечные батареи и в конце концов от этого газа, нефти избавимся и забудем про это? I very much hope Nord Stream 2 will not be built. Я очень надеюсь, что Северный поток не будет построен. Очень надеюсь, что Европа не станет зависимой от русского газа. Во что я верю, будет ли Северный поток достроен или нет, Москва останется агрессором в Украине. Столько, сколько Владимир Путин будет оставаться у власти. И если Северный поток не будет достроен, то люди скажут, что Запад виноват в этой новой путинской агрессии в Украине или где-либо еще. Если Северный поток будет достроен, скажут, что Путин всегда планировал агрессию против Украины или где-либо еще, вне зависимости от этого факта. И поэтому я думаю, что линк, соединяющий эти вещи, на который надеялись на Западе, он отсутствует, его нет. Полагаю, что противостоять агрессивным прорывам Владимира Путина нужно сделать гораздо более жесткие вещи, чем просто блокировать один единственный трубопровод. Do far bigger things than block a single pipeline. Я тоже полно это очень надеюсь, что его не построят, потому что не нужен он Германии, не нужен он никому. Когда Россия развалится на несколько государств, и вот каждый пускай устанавливает и трубопровод делает, и Московия, Сибирь,
кто хочет, пускай работает, но вот эта имперская, вот эта фашистская Россия на сегодняшний день представляет угрозу для всего человечества. Мы об этом давно говорили. Господин Пол, у меня к вам еще один вопрос. США воспринимают Россию как серьезную угрозу, сказал госсекретарь США Майк Помпео. Призвал страны Европы более серьезно отнестись к своей безопасности, в частности, угрозам со стороны Китая и России. Что вы по этому поводу думаете? Есть ли консолидация западного общества, западных элит, если так можно сказать? Потому что я вижу разобщенность. Да, есть понимание в определенной части. Это демократия, должны быть, конечно, согласные и несогласные. Но есть ведь без преувеличения смертельная угроза. Как вы считаете, вот эта консолидация и что вообще Майк Помпео вкладывает под серьезность, серьезную угрозу, называя Россию? It is one of the great tragedies that the United States is having to try to Это одна очень больших трагедий, что случилось с Соединенными Штатами Америки, с ее попытками восстановить западный истеблишмент, который очень ослаб в этом плане в последнее время. Но я верю, что секретарь Помпео понимает, что НАТО абсолютно необходимая для западного сообщества вещь, что американская и европейская кооперация в этом вопросе абсолютно фундаментальна для ведения мира будущего, какой нам хотелось бы. Поэтому Помпео говорит о союзе, который, к сожалению, пропал за последние несколько лет, который следует возродить. И если этот союз случится, Запад будет снова объединен и готов оппонировать в лучшей позиции оппонировать Владимиру Путину и его режиму. Я думаю, это возможно, потому что у нас общие ценности, и эти общие ценности должны быть восстановлены. Чтобы мы над ними работали. К сожалению, мы позволили на короткий срок потерять эти ценности. Я очень верю, что Объединенный Запад начнет противостоять русскому режиму. Тогда, Пол, я бы хотел бы задать еще один вопрос, который связан тоже очень важно, связан вот с событиями в Хабаровске. Происходит очень долго, люди начали выходить, что удивительно для современной России, да, многие уже как бы смирились и так выйдут один раз и все. Но хабаровчане упорно начинают, продолжают свои вот эти акции. Скажите, пожалуйста, Пол, есть ли будущее у этого и вообще как реагировать свободным гражданам, которые не могут разобраться, ведь хабаровчане просят заменить ведь не систему, а заменить, вернуть того из системы человека, которого забрали без их разрешения, без, ну, как бы они не одобрили. И такое впечатление складывается, что идет такая внутрикабинетная, какая-нибудь внутрикадровая игра, а людей используют. Что вы по этому поводу думаете, Пол? The people in Khabarovsk went into the streets to protest the removal of their governor. Я думаю, люди из Хабаровска вышли на улицы, если там, потому что они уже почти 3 недели на улице, потому что у них гораздо более широкие планы, я думаю. Они хотят, чтобы Москва дала им и другим регионам России, Российской Федерации гораздо больше полномочий, ограничив действия Москвы.
И факт, что Кремль до сих пор не использовал силы в их отношении, как они хотели бы это сделать, показывает, что Владимир Путин сделал вывод, что использование силы создаст столько мучеников, которые будут еще больше влиять на ситуацию. И он пытается это просто переждать. Это, я думаю, это очень примечательно, что люди в Хабаровске все еще там. Конечно, они хотят своего губернатора обратно. Да, но это всего лишь малая часть того, что они требуют. Если бы Путин согласился бы с их требованием выдвинуть главу раньше, это могло бы свернуть протесты. Хотя, может быть, и наоборот, вышло бы больше на демонстрацию. Но не выполняя эти требования, он принуждает людей все больше выходить на улицы. Эти люди становятся новым ядром, новым классом большего движения, у которого гораздо больше требований. Это включает в себя не просто возвращение Фургала, но и изменение самой России в будущем, в которой самому Владимиру Путину не будет места. That Vladimir Putin will have no place at its head. Да, спасибо вам большое, Пол, что дали интервью, согласились дать интервью. Спасибо за ваше экспертное мнение. Всего вам самого хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До скорейшего. До встречи. С нами был в эфире американский эксперт по СССР и современной России, адвокат Ичкерии, основоположник чеченской радиостанции «Радио Маршо», «Радио Свободы», уважаемый господин Пол Гобл. Спасибо ему, спасибо вам, что смотрите, и все будет Ичкерия.